Вот сделать по-другому. Ну, кот сказал, что может быть из-за другого USB-шника. Попробуем. По-другому завестись попробуем. Вот видишь, да? Саня. Ну. Подергивается, да? Есть, да. Но почему-то этого на видео не видно. Может, это программа? Ну чё, блин, заводить давай? Подожди. Подцек. Сейчас только отпущу, он скажет. Террор. Вообще ничего не сказал. Да, привет. Модератор в здании. Да не, она же не громко играет. Стеллаж с колонками. Не помню, какой стеллаж с колонками я показывал. А, таких уже убрали.
историю. А где тут штучка лежала? Привет, да нормально рабочий день подходит к концу. Успеешь, мы все равно задерживаться будем. Как говорится, свой бизнес. Работаю, когда хочу. Хочу в 7 утра прихожу. Хочу, вообще не ухожу с работы. Это прям про нас. Так прикольно. Люди там сами с собой общаются. Друг с другом точнее. Нет, там есть на продаже еще 2 штуки. Но те, которые у нас на складе, они намного лучше и интереснее. Есть за 2,5, прям вообще топчик. Сколько будет стоить апгрейд старой колонки из модификации, поменять разъем с microUSB на Type-C? Micro-USB на Type-C не меняется, только одно к одному. То есть если microUSB стоял, на microUSB меняем. Апгрейд невозможен.
Установить контроллер внешний для быстрой зарядки, плюс поменять динамик. Скажу так, короче, все Bluetooth колонки, даже вплоть до дорогих типа а-ля JBL и так далее, проще купить новую, чем ремонтировать, потому что себе дороже выходит. Там и влагозащита нарушается, и динамики, скорее всего, будут китайские, потому что оригинальных запчастей вот такой продукции не существует в природе. Что, только то одно? Да. Что он сказал? Он мастером все делает. Да, но он еще это тоже проводит обряд с бубнами. Во-во-во, что тут в чате происходит? Пришел уже? Так черт с розыгрышем, ждем, когда набьется народ. Я же говорю, залетайте в ВК, покупайте билетик, вам выдадут идентификационный номер и все. Как только 30 человек наберется, сразу же разыгрываем. Также в прямом эфире, без всякого обмана. Так. Надо мадемуазель позвонить. Мадемуазель. Что, готов? Да. Да что? Нажал куда надо. Учение лет. Конечно. Я что ли не понимаю? Можно модератора Александр. Нет, место модератора уже занято, к сожалению. Это неоднозначно? Или однозначно? 8900. Сейчас все неоднозначно.
155, 56, 93. У нас еще было 10 ранее, но не хочу. Согласен, 2 лучше, чем 1. Но пока у нас 1 справляется. Вот как только будет ломиться чат и 1 модератор не будет справляться, обязательно освободим вакансию на модератора номер 2. Да, вроде справляется. Какой? Светлый, пшеничный, темный. Какой хочешь? Не знаю. Никакого. Давай пока. Ну ладно, не расстраивайся. Не надо стесняться. Вообще, да, мало веселого. Я уже застеснялся. Что говоришь? Мало ли чего, а ты уже застеснялся. Да. Ты что принял на чехол, говорит? Ты его утилизировал, что ли? Чего? Да, магнитик устал. Что, можно доломать его? Ставь. Ну, можешь ломать. Не получается сделать. Что, как? Там же получилось. Ну вот магнит съехал и все на этом. Что, вообще никак не устраивает? Но я понять не могу, почему при съемке видно. Брат поставим что-нибудь туда. Ну, я не хочу стоить возить. А? С этой вроде как более, ну, типа, она же не так трясется. Что просто... Ну вот сейчас посмотрите, снимите. Вот, вообще страшно было. Прямо круговыми движениями. Пригодятся? Да, она до этого лучше была. Вот эта собака, Что-то аккумулятор, которая лопнула шарик. потому что она плавнее записывает на Окей. Да, завтра, наверное, тоже будет. Так нормально. Нет?
Один раз только дернулась. На видео видно, если дернулась. Ну ладно, хоть собака повеселилась. Ну, чуть-чуть, да. Ну, решать вам. Ну, если заберете, то сейчас сделаю. Ну, давайте завезем. И чуть-чуть. Для вас там получится? Честно говоря, нет, еще не смотрел, времени не было. Вот эти стекла я нашел вот в той банке. Я в душе не знаю чего. Где нашел? Ну там. И посмотри, что. Вот это от 11, да? Не, наверное, точно. А это. Нет, код No черный. name. А этот подписан. Сколько? Что? Посуми имеется в виду? Женя, сколько посуми-то? 1000. 1000. Да, верим. Спасибо большое. Пожалуйста, до свидания. Хорошего вечера. Все, давай это. А сколько стоит замена экрана на Samsung Galaxy A30? Очень дорого. Капец. Супер сервис. AMOLED. Тысяч Ну. 5-6. Сейчас скажем точно, секунду. Евгений, может, с плеча, конечно, рубит. Я скажу вам точно. Сейчас по базе посмотрю быстренько. Что-то сон клонит зачем-то. Так, Samsung. Samsung A30. Samsung A30, да, OLED-овский есть дисплей. В общем, скажу так, есть OLED-овский дисплей,
более-менее, так скажем, качество, то есть это копия. По стоимости будет 3200, это дисплей с работой вместе со всей. Если ставить оригинал, там только один дисплей стоит 4900, плюс работа, и того будет примерно вот 5600, как Евгений правильно сказал. То есть оригинальный дисплей 5600, копия более-менее нормальная, ледовская 3200. На Oppo где-то примерно тоже около от 2800 до 3500. Не, молить патефон. Патефон? А где дудка? Дудка? Почему я так устал? Почему я так устал? Уж я не знаю. Типа 1700, да, должен? Нифига себе. Вообще не хочу. Что принес там? Он этому типку принес. Эй, Типок, ты созвонился с этим Типком? Нет, Зачем? я ждал его звонка. Да некогда было еще. Я в 10 утра я тебе звонил. Заменить крышку на стекло или железо нет, только какие запчасти своими моделью обусловлены. Если они есть в природе, железные, то можно. А если их в природе нет, и они все пластиковые, то только пластик. Зарядка для мобильника у нас есть, на любой мобильник, так что если что, забегайте к нам. Что там, кто ответил? У вас ничего нету вон там? Вон Нет. там. Нет. Точно? А ты же говорил, X3 Pro там есть. Нет. Вчера или позавчера. Ты мне денег хочешь дать? Ну что? Ничего не сделал. Что там было? На 35 и что там, X3 Pro, да? А ты ничего не принял на ремонт? Не согласились? Ты не звонил вроде вчера? По аппаратам 10 как? лайков. Да. Нет. Что сказали? Дорого? Будем думать. Пускай думают. Ладно, гарантийку завтра. У тебя замучено? Окей. Да, завтра же. Замучено? А котику на денег надо? да, 400 рублей Ну что это? за ФРП. Да, конечно, Не можно. выложил? А? Не выложил? Нет, еще. Ну а что тогда? Ну, что А тогда? он что, ничего не делал? Нет, счет ходил целый день, нифига не делал. Согласен. Все тогда. Смена. Замена задней крышки на Samsung A30. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Да дорого, богато. Да нет, задняя крышка-то. 1200 минимум. Есть черная, есть синяя, есть белая. Соответственно, по стоимости где-то примерно рублей 800. Но если будете менять дисплей у нас,
то сделаем скидочку и крышечку вам вообще там за 300 рублей поменяем еще дополнительно. Да, но по некоторым аппаратам я прям могу точные суммы сказать по ремонту. Ну вот как правильно ГИС подметил, что бывают нюансы, то есть там кто-то говорит, мне надо замену дисплея поменять, приходит, а у него помимо дисплея там еще рамка лопнута, и еще и корпус загнут, то есть тут это уже надо смотреть по приходу. То есть вы приходите, мы при вас осматриваем, говорим, вот смотрите, вот тут так, вот это столько, делаем, нет, пожалуйста. Бывают скрытые дефекты, когда визуальный телефон нормальный, а там, допустим, процессор отъехал. Когда мы принимаем на диагностику, делаем диагностику бесплатно, говорим, вот столько ремонт стоит, там процессор, замена процессора или перепайка процессора. Звоним клиенту, говорим, такая-то стоимость, если он готов, мы делаем, если нет, то человек приходит, забирает без ремонта. На Oppo не ставится iOS. Oppo это Android. Сагвара Шоу, ребят, несколько раз попадаю на ваши стримы. Вы ремонтируете на стримах или просто общаетесь? В основном мы просто общаемся, потому что эфир идет с зоны ресепшена, где мы общаемся с клиентами, с приемкой. Зона мастерской, она вот чуть подальше от нас находится. Ну, соответственно, чтобы мастера не стоят над душой, да, мы там редко бываем. Но иногда... За деньги, да, за деньги. Да, я думаю, может быть, как-нибудь попробовать над мастером установить камеру и провести эфир так. Так, крышку из железа нельзя выполнить, так как будет сильно греться. Да, кстати? Нет, Грин, не вопрос. Если вы видели, знаете как, то, как говорится, пожалуйста, пробуйте. Мы просто рассказываем о тех способах ремонта и устранения неполадок, ну, которые уже как бы проверены. Да что там, на сервисной зоне нечего смотреть. Там запчасти, там творческий беспорядок у мастеров. Покажи мне. Вам интересен процесс ремонта или просто какой у нас бардак? Так, давайте-ка я с вами перебазируемся. С вами немножко перебазируемся. Сейчас я тут штатив гибкий, его пока перезагну. Поэтому немножко сейчас изображение потрясется, потерпите. Целый день на ногах. С вашего позволения присяду. И как, по-твоему, это хорошее устройство или как? Так, сейчас секунду, пропустил вопрос. Майор Сырного Мира. У меня иногда залагивает телефон. Устройство Техноспарк 10C. Причины лагов может быть несколько. Первое. Переполнена к чертовой бабушке память. Удалите лишнее. Это самое распространенное. Это приложение фиговое, которое лагает. Допустим, если касаясь игр. Это
не установлена последняя версия операционной системы, обновите операционку. То есть обновления, возможно, вышли какие-то, и они пофиксят баги. И это может быть причиной отъезда процессора. То есть он так тихонько будет, когда отъезжает, так себя ведет. Я сейчас БГА учусь, КП на Android научился откатывать. 16 числа приходят трафареты на микросхемы дисплеев. Интересно. Оборудование, а не бардак и процесс. Да, из оборудования, я вам честно скажу, моя задача коммуникация с клиентами. То есть на технические вопросы я вам вряд ли отвечу. А вот когда будет стрим с мастером, я думаю, там можно будет позадавать. Из оборудования у них там всякие штуки есть, я не знаю, как они называются. Честное слово. Вот. Ну, это здорово, что вы тоже в теме. Рад слышать. Больше 5 лет в модульке. Круто. А с какого города, если не секрет? Как по-твоему, хорошее устройство или нет? Да нормальное устройство. Смотря под какие задачи. Что вы знаете? Еще одну виртуалку. Вот, тут что-то батл вообще, сотрясение мозга. Я хочу видеть мастерскую, еще всю команду мастерской. Будет время, будет, покажем. Пожалуйста. Infinix 30 проходит баги прошивки. Нет, если 60 Гц на экране, то 120 вы не поставите. Это частотность экрана. Но нет, еще мастер один есть. Город Самара, крутяк. Эх, Самара, городок. Ну ладно, ладно. Мне захотелось в ВК написать. Так короче. Так короче, чем на. Так, ладно. Давайте. Сейчас посотрясаем камеру немного. Надеюсь, что интернет не отвалится.
Тин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин. Вот стеллажи, стеллажи, стеллажи. Не особо интересно стеллажи смотреть. Что у нас есть по наличию? Может, кому-то интересно. Ну, ноуты. Насчет живую экскурсию вряд ли. Евгений, у нас платные экскурсии по складу? Естественно. На телефон? $15 за экскурсию. Ну, если человек по 100 будет приходить, почему нет? А за пачку, да, наверное, можно. Окей. Чё? Снять? Почти. У меня телефон просто занят. Блять, сними игру кассу. А, да ты про эту кассу? А я думал, ты про другую. В смысле он выключился? Вот именно, потому что ты его не заряжал нифига, а заряжал свою дудку-мутку. Че ты меня тыкаешь? Воткни в зад. Он перезагрузился даже, он не выключился. Он сейчас странно Это где должна заряжается. лежать? Вот здесь, почему там валяется, я не понимаю. Сейчас я матрицу добью. Об чью-то голову. Воткни, говорю, в зад. Так на! Так Женя хочет, чтобы я ему воткнул в зад розетку. А я не хочу. Я говорю, я не такой. Ты, пожалуйста, скажи, что мы разыграем 11 Pro на 256. Не факт, что этот. Окей. Ребятушки, 11 Pro на 256 разыгрывать будем. Кто участвовать будет, признавайтесь. Признавайтесь, кто хочет поучаствовать. Ты же еще здесь? Давай 8 час. Давай, да. Конечно нет, конечно нет. Я просто понимаю, что в эфир надо чуть попозже выходить. Я тогда пожертвую. Ты остаешься? Ну, я думаю, ты побудешь, будет веселее. Чего? Чего? Чулочка. Общая сумма 47 200? Да, собственно, мы будем разыгрывать телефон, плюс наушники прошки вторые. Дай, пожалуйста. У меня есть где-то... Я же сам тоже с прошками хожу. Собственно, iPhone 11 Pro на 256, плюс наушники прошки вторые, вот такие, которые поддерживают магнитную зарядку, мы будем разыгрывать, друзья. 30 участников всего лишь будет, 30 участников. Все, что нужно сделать, это приобрести билет для участия. Билет стоит 1000 рублей. То есть шанс выиграть 1 к 30, это прям шикарно, мне кажется. Для этого нужно перейти в нашу группу ВК, написать нам сообщение сообщества, вы приобретете билетик там в сообщениях, вам выдадут номер, который потом будет участвовать в розыгрыше. В розыгрыше будет только 30 человек, то есть, собственно, те, кто купили билет.
Я ничего не понимаю. Вот все условия, я думаю, они максимально простые. Мы хотим такой формат внедрить на постоянке. Условно, те, кто покупают лотерейный билет за 200-300 рублей, где шанс выиграть 1 на миллиард, а у нас будет 1 к 30. Чуть-чуть я считаю, отвлеку. Да. Как это возможно? Ты кому-то за место 100 рублей пробил 10 тысяч? 4 раза. Сверка итогов. Ты сверку итогов когда последний раз делал? 6-го. Вот это с 6 числа. Это не за сегодняшний день. Тут 7. Тут 7. Ну. Я просто все сложил. А с 6 числа? Вот. То есть, типа, еще 40 тысяч тут наберется. А телефон мы не продавали по терминалу? Какой? Я записывал там всех тратить. Тот чувак при мне, который приходил, тоже за наличку покупал. Ты же 2 телефона какие-то продал. А мне был терминал. Я думал, он был... А какого числа был продан золотой? Ну, работа модератора пошла. Видимо, спам. Да-да, там мастер есть. Да, ребята просто это развлекаются. Не спорим, конечно, за 10 тысяч можно купить это что-нибудь бэушное. Но вот мы решили запустить такой конкурс. Я думаю, что интересно. Это я никто не видел, что кто-то так делал вообще. Че? Вспомнил? Нет. У нас просто прибыль поперла вверх. Я вот думаю, какого числа было? 12 Pro. А, он 6. богатый? А ты уже смену снял. Да. А я вышел 7, значит он был 6, а ты уже снял смену и собирался выходить. Вот значит он и сидит. Скорее всего. Я просто хотел понять, сколько было за сегодня по итогу. Но за наушники и стекло он оплатил картой. Да, это 100%. Не перевод. Он пик... А, он еще спросил, что вставлять. Да. Ты говоришь, нет, можно приложить. Ты почему постоянно воруешь степлер? Вот же он, что ты молчал? Купи себе каску и держатель. Каску? Какую? А будешь ехать, у тебя вот тут камера будет с твоим лицом еще, ты будешь ехать. Я видел, дед какой-то бегает там в костюме Я видел пчелы. доставщик на ютубе по Америке катается. На электровелике. И у А. него там видосы залетают по миллиону просмотров. Вот он прикольный, наверное, тип. Я смотрел. Он снимает, типа, дорогу или что? Да. Я смотрел, да, тоже велосипедные, типа, крепления какие-то. Вот это еще нашел. Где? Там тоже коробка. Прикольно. Подарим какой-нибудь? Брелок для ключей. Может сохранить ключи вместе, но не подскажет, где они забыты. Понял? Нет, когда... Когда смешно, тогда смейся. Бам! Ну что, ты серьезно остаешься? Да, блин, просто сейчас как раз вот люди начинают подключаться все. Давай еще побудем. Ну я все уже не хочу, я поехал домой пиво пить. Да ты же это можешь так же здесь сделать.
Ну это я не могу здесь пиво. А вряд ли дома будет со мной выпить. Вот, вот. А вот это она. Бинго. Угадай мелодию. Сейчас скажет, не приходи сегодня. Прикольно, прикольно, прикольно. Давайте, ребят. Спасибо, что забегали. Невозможно, невозможно, знаю точно. А у нас еще и Билан работает, если что. Уже ошибка вылезла. Ну капец, что ждите меня. Давай, пока. Ну давай резко только, ну пожалуйста. А что случилось-то? Всем пока. Все, жена ему звонила. Жена ему звонила. Ты кассу-то подбил? Звонила. Нет, серьезно. Серьезно. Мощь получается. У нас часы, да, продаж? Скоро. Так. Да-да, Билан, он уже уехал. Один из мастеров у нас, который любит петь. Так, все, мужик выключил.
Ребят, сейчас погодьте, погодьте. Главное выйти. Я еще этот ложик. Слишком поздно. Стой! Товарищи, позвони мне на телефон. Ой-ой-ой! Ну вот, понаставить тут своих аппаратов. Новый. Да сейчас еще второй чуть не уронил. Ох, электросамокатчики. На электросамокатах ребята гоняют. А я на стареньком велосипеде добрым. Что сейчас вроде тоже должно быть слышно быть уже? Да. Мне просто позвонили, поэтому у меня связь отрубилась. На, водички хлебнуть. Спасибо за обратную связь. О, что звонят, звонят и связь обрывается. Можешь сказать французский, и я скажу. Так я и так на велике вон рядом иду. Просто думаю, как мне ехать. Наверное, все-таки отключусь, потому что неудобно ехать с телефоном в руке. Так что, ребят, давайте до завтра. Всем спасибо, кто был на стриме.